здесь вот 30 лет прожил в Щелково, понимаете, он строил свой дом. Весь свой гонорар за духи Маруси, да, отковыряли. Он вложил в эту свою усадьбу. Здесь творил все эти там, последние там, 30 лет, понимаете. Принимал гостей там. И поэтому зачем куда-то везти здесь? И даже батюшка сказал, да, что он здесь и бывал, он любил это место. Здесь небо, посмотрите, какое сегодня Господь дал ради папы. Ну, вот. Егор, а почему так долго не забирали отца из морга? В двух словах следственной экспертизы там было. А что, почему они не отдавали? Ребят, я сам сейчас в Следственном комитете спросил, мне говорят, работаем. Ну а вы как думаете, могли так с ним поступить? Могли. А какая причина вообще? Ну, во всяком случае, не ближний круг. А вы как думаете, он последние годы был счастлив? Он, ну, понимаете, папа такой самодостаточный, да, хотя он все время говорил там про одиночество, да, но в себе просто знаю, я как бы много от него беру, и также и дети мои, да. Ну, когда последний раз он говорил, что он звонил вам, а вы трубку не брали. Ну, Это мало, правда? ну, никто сейчас этого не докажет. Говорит, что на день рождения не пришли к День нему. рождения, ребят, ну смотрите, день рождения 2 марта. Я как генеральный директор Дома моды в трудное время, да, в тяжелый период, когда не до веселья, не до торжеств, понимаете. Сейчас это пророчество будет, да, что может он сделать так, что скоро, ну, будет долгожданная победа, скажем так, которая принесет мир. То есть официальные причины смерти пока не установлены? Ребят, это все Человек уже сказал, Когда узнали это о том, Следственный что комитет. Вячеслава Михайловича не стало, вам позвонили сразу, когда ему плохо Ну, я уже стало? понял, ну нет, да, звонили, написали. Я интроверт, у меня стоит глушитель. Поэтому мне кто пишет, тем я... Это кринж полнейший сейчас звонить, понимаете, неуважение к персонажу. А в последний раз с Вячеславом Михайловичем когда общались, виделись? Он был в пятницу, мы разминулись, это может было плоховато. Ну вот, девочки сказали. Вот. А так я говорю, позавчера я услышал его голос. Надеюсь, не раз буду слышать. Вы поймите, что, ну, дело тут не в религии, не в конфессиях. Вот, я не верю, да, вот он лежит кого-то на уме. Ну, он есть, и нужно все это как-то там, ну, по-своему принести. Поэтому, ну, сон такой, все нормально. Что будет с Домом моды? Скажите, а будет ли борьба за имущество? Какое имущество? Имущество – это творчество. И у нас в Доме моды приходите, там на первом этаже, где был магазин, там же остался магазин, там галерея его картины, там музейные вещи. Мы это все коллектив, как бы команда, которую он создавал, которая все эти годы работала. За этим следим бережно. Когда дома стояли с долгами, да, 110 миллионов было. Какие-то санкции, условно говоря, да, ткани нет, но все равно у нас это все есть, и картины, и это. Другое дело, что обидно, конечно, понимаете, мы сейчас получаем телеграммы от высших людей. И на день рождения очень много приходит. Сейчас будут зачитывать на кладбище, да? Вот. А я и мы командой писали за эти 4 года, да, когда нас пытались там стереть с лица земли за долги там и прочее, да, и суды, и вот, и всякие люди. И это пускали, булили просто по-черному там в прессе, да. Вот. Никто ничего, нас отсылали. Посылали, говорю, это, поймите, что мы культурная ценность, мы не архитектурная, да, ценность, это Брежневский ампир. Мы культурное наследие, снимите с нас долги за землю, нам не нужны копейки, да. Вот, потому что здесь картины, здесь коллекции все, здесь показы, здесь демзал, школа моделей, манекенщицы, театр моды. Вот сейчас были люди прямо с 80-х годов, еще с первой нашей манекенщики, первые наши портные, Дома моды сейчас будет 41 год. И вот мы даже, пока папа был, мы с ним обсуждали, хотели сделать показ, делаем на день рождения Дома моды. Вот. И я предложил, давайте сделаем 41-й название. Потому что, ну, как бы 41-й ассоциируется и с началом трагических событий, и тем не менее, как бы в нем заложено, что будет победа, да. 41-й сезон Дома моды, да, как в театре. Ну и фильм был 41-й, если кто-то помнит, такой, там, помню, Стриженов молодой, там, тоже очень такой, ну, грустный и такой вот. Все мы это обсуждали, вот так вот произошло. Но, естественно, мы это сделаем. Все, ну, как хотим, только, наверное, ну, добавим немножко. Егор, в том-то и дело, вы человек творческий, а вот с финансами долги какие-то постоянно. Ну нет долгов. Сейчас Ну, опять сейчас висит долг нет, но- 38 тысяч. Вот новости последние Какие Все писали. раскопали, а? Почему так мало? Это нет, это я... Скажите, будет жить Зайцев? Вот его дело. Да он будет? жив и будет, Стиль. конечно. Есть Егор, информация почему просто, так что мало продали артистов часть пришли дома. проститься? Может быть, кто-то звонил, предлагал какую-то помощь в Причем организации? артист, ребят, господи, да что Но он вы. же же одевал шел костюмы многих для Ну и артистов. что? Это же тоже Да ну, вклад да может большой. дома чего. Вот у меня мама не пришла сегодня, понимаете? Она почему? старше его на год. Она молится дома, она 86 лет человек, Может понимаете? быть, кто-то финансово помог, отправил вино, кто-то Помогли, но, ребят, не это я коммерческий тайн. Я все, допустим, напишу, всем дам благодарность. У нас будет пост и
в телеграм-канале нашем Слава Зайцев, Дом моды, Московский дом моды, подписывайтесь. А кто вообще занимался организацией похорон? Я и мои друзья. Я принял решение, и мои друзья, вот в первую очередь «Ночные волки», клуб, да. Вот Саша наш президент, который входит в президентский совет, он только вечером приедет. Ну, вот. И завтра, наверное, сюда придет в город и колонна мотоциклов прощаться с папой. Потому что все наш клуб, мы с Киром познакомились в Доме моды в 1983 году, во второй год открытия. Там были первые у нас собрания, и это. И папа меня очень, к Сане ревновал, говорит, ты все с «Ночными волками, ты деньги все там отдаешь, вот 5 рублей я тебе дал, а ты там... Он так вас ругал, Егор, пиво даже при пропил, нас, мы из ну, да. 90-х. Вот. Макиенко выпуск. Я, да. Вот, и спортзал у нас был там, и все ребята тренировали. Да, к тому, что Дом моды для нас, как, ну, как мы говорим, первый клабхаус, да. Поэтому вот все переплетено. И тоже Валя Дашкин у нас, Царство Небесное, начинал, папа его гонял все время, вот что, Валя, ты там это, сонный какой-то, вот. Я защищал его, мы очень, ну, дружили. Потом уже один раз виделись в метро, а потом уже я перешел на мотоцикл, а Валя на что-то другое. Вот. И, ну, и к тому, что вот это вот нужно подумать, почему так произошло, да, вот такая, ну, как бы, что такие два великих человека и душевных олицетворений, как бы, России, культуры, да, лучше ли, может, они на себя взяли какую-то боль страны сейчас, да, чтобы вот, ну, нам выстоять и добиться победы. А вот братья Хусейновы говорят, что... Я не знаю, какие братья, я знаю братья Гаязовы. Они говорят, Они что говорят, что администрация организация города была. Щелково взяла на Да. себя похоронные хлопоты Ой, и расходы. не то слово, нет, я, во-первых, в ноги кланяюсь Наталье Сергеевне, она просила фамилию называть из правительства Москвы, который изначально нам и Трикуровский, там, и тот, и тот. Я объяснил концепцию, что папа хочет здесь. Здесь мы вообще хотели возле него усадьбы, там, ну, просто людей, как я пошел на компромисс, принял это. И где мы там смотрели все. Щелковский просто вот из мэрии, помощники мэра там, безопасности и так далее. Вот мы с ними все обошли, они меня привезли в этот храм. Сейчас другой был, да. Познакомились с батюшкой, показали кладбище. Вот я долго выбирал, меня постоянно шел вот этот вот хейтинг там, и даже от близких довольно людей, что вот там, это. Вот. Я говорю, папа будет там, где он хочет. Понимаете, кому как не мне это чувствует. А кто что? Потому что почему не мне звонят и на меня дают? Потому что я, все знают, неподкупный, неудобный для всех, да, грубый порой бывает. Вот у меня руки все переломаны от врагов, понимаете? Я, ну, от творчества, чтобы что-то фломастер ломал. Вот. И ко мне никто, я никогда не был слабым звеном, это суть, хотя у меня больные ноги, полупарализованные и так далее. Тем не менее, вот. И все равно я выступил, я считаю, что да, я пройду через эту волну грязи, которая там за эти дни обрушилась, то, что мне пили кровь, то, что маму мою бедную там больную доводили звонками там и прочим. Вот это нужно, это жертва, ну, именно хорошая жертва с большой буквы от него, понимаете? А вот они вокруг него все время кружились, кружились, они боитесь, что они могли подделать завещание, например, Мне или еще что-то? насрать, ну, извините за слово. Оно вообще Мне- было завещание? Не знаю. Я об этом не думаю, ребят. Помещение до сих пор в аренду сдается под офисные? Да, да. Насте Волочковой предлагали там Да открыть. как вы предлагали, что она гонит? Она звонила, там, хамила. Я не отвечал, она теперь понтуется, что она и уровень у хирурга там возле шеста танцевать там в А Егор, а партнеров, почему вы не взяли инвесторов, своих кого-то друзей искали? и не Что? выгнали этих Партнеров, людей? инвесторов, Нет, вот, кто с еще, финансами. нет таких людей. Егор, почему вы не взяли вот своих друзей, братьев, и не выгнали этих тиктокеров из дома Я Вячеслава вас сказал, Михайловича? волки не питаются падалью, понимаете, пачкаться об этих, тем более там половина, извините, эти геи из Большого театра. Мне руки никто не подаст, если я им так даже ударю, понимаете? Так одним махом можно было выгнать. Ну что, выгоните? Так у вас А мне не банда мешает. какая? А зачем? Банда занимается тем, что, извините, воюют сейчас. За Россию гибнут ребята. Собираем деньги на бронетранспортеры туда, на вот, амуницию, квадрокоптер, Дом моды. Передал ткани, обогреватели, все, что можно у нас, там, понимаете? Самые деньги. Вот. Ребята открывают сейчас по всей России, сейчас готовим дороги Победы, на 9 мая проезд по Европе. Представляете, как это тяжело будет. Нас так не пускают, но у нас хитро есть ходы там через перелет через Словакию. Короче, клуб патриотический занимается этим. Мои друзья не будут никогда пачкаться в этом. Хирург никогда мои просьбы не выполняет. Не открывает дверь, закрывается. И я там кричу ему в окно: Саша, открой. Он знает, что я буду что-то просить, и не открывает. Пишет мне письма, что я мерзкий человек. Но это я уже так
тормозанул немножко. Но на Егор, самом а с деле, Расулом как расстались? Почему он ушел в декабре? не знаю, кто Расул. Бывший директор моды. Директор- Директор дома моды. Директор Дома моды я, Зам генеральный. ваш. Он говорит, что он ваш зам. Да, зам, он так мало. представлялся. Ну, если вам, подойдите к нему и спросите, что у меня, можно я пойду там на кладбище, нам нужно. Юрий Вячеславович, Один вопрос. не будет ли Как продан вы думаете- дом моды? Просто есть информация, что часть дома моды уже продана. Ребят, вот смотрите, вот, допустим, храм, да, и по каким-то причинам там, да, и вот маленький стоит вот какой-нибудь гостевой домик, да, или там столовка, при нем, ну, не трапезная именно, а вот, ну, что-то такое бытовой, да, ну вот, и вы знаете, что либо все лишитесь, либо пальчик отдадите, и поэтому, когда с папой приняли решение продать там часть пристройки, за счет этого мы спаслись, понимаете. Просто есть информация, что была продана часть, где был кабинет Вячеслава. Приезжайте в Дом моды, я вам покажу кабинет, покажу все, что хотите, если будет время. Один вопрос. Как вы думаете, если бы его не таскали вот на все эти мероприятия, не зарабатывали на нем деньги, может быть, он и прожил бы вот до 110 лет? Да. Поэтому я говорю, что папа сейчас освободился, понимаете, я не беру друзей, прекрасных людей, которые сегодня были, которые не смогли приехать по разным причинам, да. Там наш друг семьи, дядя Алик, которого вы называете Тайванчиком, он только вечером прилетает из Ташкента и будет. Может, они с хирургом завтра на мотоцикле сюда приедут, понимаете, ну сюда, на кладбище. Ну вот. И поэтому здесь как бы, ну, не это показатель, какое место и где, да. Это с детства нас учили, да, что не место красит человек место. Папа, он как бы и Щелково его заслужил, потому что 30 лет отдал этой земле.